И для того, чтобы понять, как электронный нотариат изменит жизнь граждан и бизнеса, мы пригласили в студию начальника управления нотариата, регистрации юридических лиц и апостилирования Эльчубека Бекбоева. Эльчубек Турдуназирович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько электронный нотариат упрощает получение нотариальных услуг и экономит время пользователей? Раньше гражданину нужно было собрать справки из разных ведомств. И, соответственно, после сбора этих справок гражданин мог обращаться уже к нотариусу. Да? Удобство этой системы это в первую очередь интеграция с СМЭФ-Түндүк, которая позволяет получать все справочные данные именно в онлайн-режиме. То есть здесь граждане могут уже, не посещая другие ведомства для получения дополнительных справок, да, они могут уже обращаться напрямую уже к нотариусу, а нотариус в свою очередь уже через эту систему проверяет и получает необходимые справки и, соответственно, уже после получения этих справок предоставляет нотариальные услуги для обратившихся лиц. А для каких групп граждан или организаций электронный нотариат будет особенно удобен и востребован? В первую очередь это же для наших же граждан, которые находятся за пределами Кыргызской республики. То есть система электронного нотариата, соответственно, и система мобильное приложение электронного нотариата, да, она позволяет нашим гражданам, которые находятся за пределами Кыргызской республики, совершать юридические, именно нотариальные действия, которые необходимо было совершать именно здесь. Да? То есть все нотариальные действия, которые... То есть эти граждане, они могут... им позволяют не, как сказать, приезжать на территорию Кыргызской республики, либо же обращаться в консульские учреждения, соответственно, они экономят свое время и, соответственно, финансовое тоже, да, экономят, и финансовые ресурсы экономят, и, соответственно же, они могут получать через эту систему нотариальные услуги, не приезжая в Кыргызстан. В Кыргызстан, да. Возникает вопрос о защите персональных данных и предотвращении мошенничества. Какие предусмотрены меры безопасности? Безопасность это, прежде всего, это наш приоритет, как сказать, и для всех государственных органов, да. Все данные хранятся не просто в компьютере, а в защищенной автоматизированной системе. Меры безопасности здесь беспрецедентно. Каждое нотариальное действие фиксируется в цифровом реестре, что исключает возможность подделки документа. Документа также и подделки задним числом, либо же подмены бланков. Да? Риск человеческого фактора максимально минимизирован. Соответственно, система ведет все, именно кто, когда и какой документ был создан. Можно сказать, что цифровой нотариат – это самый надежный замок для наших прав и собственности. А планируется ли расширение перечня нотариальных действий после завершения пилотного этапа? Обязательно. Я хочу отметить, что 26 января 2026 года граждане Кыргызской республики, находящиеся в любой точке мира, да, как я ранее сказал, что могут совершать указанные нотариальные действия. Соответственно, в начале эфира вы перечислили все нотариальные действия, которые уже входят в эту систему. После завершения пилота мы, соответственно, обязательно будем анализировать и также какие именно нотариальные действия гражданам более необходимы. Да? Эти нотариальные действия мы обязательно будем уже также добавлять в эту систему, чтобы гражданам было создать удобство и так далее.
Вы до этого говорили о гражданах Кыргызстана, находящихся за пределами Кыргызстана. Вот как будет организована идентификация личности таких пользователей? Электронный нотариат, оно, как я сказал, оно тесно связано с МЭФ-Түндүк, да? Если вот граждане, находящиеся за границей, они могут входить в систему Түндүк, оттуда могут взять оттуда могут взять уникальный пароль, код, да? И через эту систему они могут уже заходить в личный кабинет, свой личный кабинет, который находится именно в мобильном приложении, либо же в самом электронном нотариате, да, в самом электронном нотариате. Идентификацию, как и все остальные граждане, которые пользуются системой приложения Түндүк, они также идентифицируются. И через эту систему, через уникальный код, они могут уже заходить в систему и оттуда уже обращаться за совершением, для получения нотариальных услуг к нотариусу. Эльчбек Турдуназирович, я выражаю вам благодарность за ваши подробные ответы. А я напомню то, что в гостях у нас был начальник управления нотариата, регистрации юридических лиц и апостилирования Эльчбек Бигбоев. А мы продолжаем наш выпуск.